Так, мы снова с Сергеем Викторовичем решили выехать на экстремальную рыбалку. Сегодня 30 июля. О такой погоде разведчик мечтал с 3 класса. Целые лодки воды. Мы только приехали, вот собрали. Короче, что-то как-то вот так. Прогноз погоды, естественно, мы смотрели, но нас это не остановило. Рыбалка состоится при любой погоде. Мы уже сырые до трусов, а рыбалка только началась. Серега прячется в багажнике. А я вчера 10 раз у него спросил: точно поедем? Он говорит: точно поедем. У меня и у Сергея последний день отпуска. Завтра на работу. Поэтому пойдем сейчас ловить щуку и вот такого судака. Так, главное дело не убиться сейчас вот. Так. Так, так. Так, так. Так. Уже целая лодка воды. Опа. Так. Опа. И так. Эх, ничего себе. Там уже глубоко. Опа. Опа. Потом опять все сушить. Так, я уже на воде. Сергей Викторович еще там спускается. Давай, ловись, рыбка большая и маленькая. Серега сейчас нам посмотрел по телефону. Телефон ему сказал, что в ближайшие 2 часа дождь не прекратится. Так, у нас вторая постановочка, и пока я тут решил приманки насаживать, Сергей Викторович поймал щуркан. Вот, я-то вон здоровых надоставал приманок, хочу оснастить, а Серега вон на маленькую приманочку поймал маленькую щучку. Грамм на 700, говорит. Дождь не прекращается. Мы сырые до трусиков. Вот. Еще даже от машины не отошли. Отпускает, давай, Серег, отпускай. Хоба. У меня тоже была здесь поклевка. Рыбка не засеклась. Ну вот, видимо, Серега ее доловил. Сейчас я еще здесь вот оснащу приманки и сместимся. Закончил оснащать приманки, а Сергей Викторович в это время с этой точки ловит второго огромадного щурка. Наверное, этого же щурка. Наверное, это же щурка. Ну, один в один. Ой, смотрите, полусолнце. Другой, да? Это у него вот такие, там 2 полосы такие. Ага, но 2 полосы, этого судак здоровый пытался съесть. Так, ну ладно, чего. Сейчас будем Серегу догонять. Воды в лодке уже по щиколотку. Клюет на маленькие приманки у него, да? Но мы что-то мельчить не будем, поставим 4 дюйма. Опа. Есть, ребята. Аж с якоря стянуло. Ну-ка, поднимайся. Хорошая рыба, ребят.
Монстр гнет. Щука. Наверное, та, которую я в прошлый раз тут отпустил. Эх, ничего себе, под лодку пошла. Да ну нахер. Смотри, что делает. Эх, ничего себе, бешеный карась. Пару килограмм. Ну, я в прошлый раз отпустил, она 2200 я взвесил, но не записалась. Где подсачник-то у меня? Эх, ничего себе. Это так спиннинг сломаешь, ну. Обойдет в подсачник вот этот маленький, в головлиной. Нет, та крупнее была она. Мне кажется. О! Вот и я обрыбился, короче. Мы дошли до супер точки. Именно так она отмечена у меня в эхолоте. И клюнул вот такой вот щурок. Да, ну, блин, короче, все сырое в кашу. Опа. Сумку все сушить опять. Я не знаю, сейчас там этот, как его, весы, там вот это вот все дела там работают, не работают. Работают. Эх, ничего себе. Можно без лаевала, короче. Прям рыбу в лодке вот держать. Вон тут сколько воды. Давайте мы ее взвесим сейчас. Попробуем. Да, это маленькая, но очень шустрая. Кило 335. Ну, не знаю, показывают весы так. Ну. Врут, что ли, да? Серег? Может, они врут вообще? Прям плохо держу что-то. Да, еще раз. Да нет, ну так оно и есть, наверное. Не знаю, по крайней мере, весы так показывают. Кило 300. Вот так вот. Серег, сфоткай, Серег. Телефон. Телефон у меня. Так, ну ладно тогда, что. Будем отпускать сейчас. Так. Главное дело, чтобы сумка за борт еще не вывалилась. Опа. Около лодки, там раз, что-то дернул, поэтому мокрый, короче, бом-бом, да нет. Водитель не мог это сделать. Так, ребята, отпускаем щучку. Опа. Все, он ушла домой. Это Сергей Викторович. Он поймал 2 маленьких щучки. Так, пока я тут перевязывал поводочек, потому что после поклевки он загнулся в дугу. У Сергея тоже была поклевка здесь. Задержимся, покидаем. Может быть, еще что-то клюнет. Замерзли уже. Сырые насквозь. Дождя, слава богу, нету, но ветерочек небольшой есть, и мы тут мерзнем, короче. Вышли на берег. Я вот нашел стаканчик. Воду буду черпать в лодке. А Серега вон решил вообще лодку перевернуть, чтобы воду слить. Все выгружает сейчас. Будет переворачивать лодку. Давай, говорит, кто быстрее вычерпает вот это вот сейчас вот это. А я стаканчиком сейчас немного, ну, почерпаю. Ну. Вот как-то так, короче.
все сырые, вещи все сырые. Черпаем воду. Так, снова дождик. Точнее, можно сказать, он и не прекращался нифига. Так немного не было, а потом опять, короче, пошел. Значит, ветер против течения. Я решил возвращаться ближе к машине, потому что аккумулятор у меня разрядился. Я сегодня под электромотором. Вот. Не знаю, хватит, не хватит там дальше идти. Ну и обратно возвращаться тоже быстро не получится. Поэтому сплавляюсь по ветру против течения и твичу воблерочек. Если удастся что-то поймать, мы с вами это увидим. Если нет, то нет. Дойду там до перспективных точек и на них встану, поджигую еще. А пока воблерочек вот погоняю. Погодка, конечно, ну атас. В сапогах вода. Прошел я с воблерами метров 500 плюс-минус. Несколько штук поменял. Ни поклевочки, ни тычочка. Вдоль берега он кувшинка, травка. Глубина 2-2,5 метра. Хотя бы маленький щурок-то должен там сидеть-то, нет? Но нет. Не клюет. Ну, конечно, может быть, все это связано с погодой, потому что резкие перемены погоды. Вчера жарища страшная. Сегодня вот дождь. Не знаю, что. На джиг тоже особо не клюет, так скажем. В прошлые выходные я был, ничего вообще не поймал здесь. Поклевки видел, поймать не поймал. Сегодня вот приехали вдвоем. Пускай даже если я, например, что-то делаю не так, там, ну, у Сереги тоже не клюет. Особо-то, да, 2 щурков вот вначале поймали. Ну, Серега поймал. И все. Ну как вот здесь вот нет вот щурков, я не понимаю. Все, травка, кувшиночки, красотища. Глубина подходящая. Сначала 120-й воблер гонял, думаю, ну может быть большой, там не осень. 90-й вот поставил. И тоже болты. Так, ну что, мои дорогие, рыбалка становится совсем некомфортной. Поднялся сильный ветер, дождь по-прежнему идет, волна, ветер против течения, якорь с грунтозацепами там не держит, срывает, выставиться на точку не удается. Пока меня ветром несло, я кидал воблеры, увидел одну поклевочку, там пока камеру включал, отвалился там щурок. Ну, сами все видите, короче, это ну просто нереально. Сергей, кстати, у меня там ушел на дальний кордон. Не знаю, там поймал он, что не поймал. А я иду к машине. Ну как иду, ветром меня несет. Вот такая жесть. Волны прям с белыми барашками. У меня прям складывается такое ощущение, что я это где-то уже видел. Какой-то день сурка. Тоже место. Тот же дождь.
Та же лодка, та же грязь.